В этом старом тамышском дворе тихо, но когда-то здесь кипела жизнь. Нелли Танасовна Адлиба и Владимир Петрович Джологу воспитывали своих 4 детей в духе патриотизма. Вот почему, когда началась Отечественная война, оба сына, Вадим и Джамбул, пошли защищать свою родину. Оба прошли почти все сражения Восточного фронта. Кавалер ордена Леона Вадим Джологу погиб 3 марта 1993 года. Март месяц это было принято решение, идти на Лабру. Лабра географическое расположение, но известное, но может, если прямо и через Гочару и так далее выйти и перекрыть, тогдашнюю жизненную важную трассу, это Кетиван, это на выход на Гочару и так далее. Было принято решение, оттуда выгнать, выкинуть врага. Именно в тот момент тамышская группа выходила из Жгерды, с места расположения. Она находилась, 2 роты, отряды быстрого реагирования. Там, где, сложно, туда, оно забрасывалось. Но в моменте они должны были идти, по назначенному маршруту в определенное время в бой. И вот осталась станция, без чего, невозможно идти, и получать команду влево-вправо, вперед и так далее. Это всем понятно. И в это время, появился Вадим. Он был как-то, к родителям ездил, пару дней, что ли, отпрашивался. Да мы его и не ждали, он не должен был, почему? Потому что еще денек, и потом он должен был. Он где-то услышал, что ребята идут в бой. Пришел, приехал, я не знаю, может и на чем-то, но факт то, что, он туда пешком, вышел к нам. Когда заметил, что рацию некому, и так далее, все, загружены и так далее, он взял на себя, и вот пошел в бой. Пошли, бой как бой, естественно, тяжело было. Всем известно, чем располагалась враг на то время, и это расположение тоже на высоте, и со всех сторон только надо было на подъем идти, отбивая противника с окопа и так далее. Численностью мы, конечно, не опережали, и тем более вооружение, как всегда, вот так вот приходилось. Но можно сказать, что бой удался, ребята, зачистили. Затем, будущим раненым, вывезли Вадима в Жгерду. Наш фронтовой, госпиталь, там, где герой Абхазии в Гургуле организовал это все. Правили Тхорчал. Так получилось, что хотя по нему, и он не предавал так вид, что он тяжелый. Хотя понятно было, что он тяжелый. Такой и по жизни был. И вот и в войне, получив такое, ранение, мужественно повел себя до конца. Это было 1 марта 1993 года. Была разработана операция по захвату села, населенного пункта Лабра. Лабра, она вклинивалась в общую оборону нашего Восточного фронта и практически как, можно сказать, кость в горле. Она вклинивается почти на 5 километров и обстреливает, конечно, держит под артиллерийским ударами, под огнем держит сразу с 3 направлений. Силами 59 человек вначале атаковали эту Лабру подразделениями тамышской группы и гвардской группы под командованием Мушни Ашуга. Рано утром, в 7 утра нанесли удар
Вот я почему говорю, именно я с тамышцами был в этом наступлении. Вот. Наступление у нас было такое, знаете, что прямо было удивительно, как тамышская группа вот, проявила такую в атаке воинскую доблесть во весь рост с автоматами, с криками «Ура!», значит, бросилась на позиции противника. Вот, и в передовых линиях шел связист Вадим. Это же удивительно, нести за собой рацию, бежать, значит, еще кричать «Ура!», еще автомат держать, значит, стрелять. В общем, Вадим, как и вся тамышская группа, проявила очень такую высокую воинскую доблесть. Вот. И, к сожалению, когда мы дальше прошли, вот, почти до конца мы дошли, ну, огнем, значит, противника был тяжело ранен Вадим. Вадим, еще, значит, несколько человек. Вот, и потом его увезли, значит, в госпиталь. Потом мы услышали, что его не стало. Вадим Жилагуа, Сара Джарак Хайсанхон, Катакачанхон, Зяхайбабон, Амал Крала и Раса Дизбинаха, Усварач Хайкшет, Пшини Жуэрзен, Поезд Жусхон, Вагон Куеван, Вадим, Убискак, патриотизм ила, на патриотизм ила, мы харях ход абсвазиги хаму, хазма абсвазиги рмо перходаха, уиза патриотизм измаз, уянам тазни рикша шаказала, дарья ажошер бига. Сасайбар уси онского потуй кахсон, яра дакала дыка наври мушишсен скала, варабязиз да, усейхет, 8 марта, день рождения области, счастье. يقولوا بس ما مرتو ميرا أحسن مش كذا أكره حشرة دالغون سكيلات قدو يقوم شوش أخذري منيمة يبسيت يوانا بسنرزم. Эти люди, ребята, которые не были в обычной жизни особо так заметны, как мы все, в принципе. Так вот, в войну выходит какая черта? Во-первых, эти ребята, вы фотографии видели? В фотографиях мужские лица. Дерзкий взгляд и в то же время свое лицо, свое внутреннее «я». Оно действительно так и было. Но плюс ко всему, мы, молодые ребята, держим оружие, и партизанская война, скажем так, какие-то ночные вылазки, находимся где-то, ночуем. Естественно, там какой-то беспорядок. Мы же, в конце концов, не регулярные войска, и такой дисциплина вырабатывается годами, десятилетиями. Если кто-то скажет, что мы сегодня такие войны, которые по команде горы могут свернуть, это тоже неправильно. Горы могут свернуть только благодаря духа, благодаря той ментальности, которая исторически, благодаря крови, которая, в конце концов, как говорил наш брат Аслан Зантаря, дайте время, кровь должна проснуться. Вот она тихо-тихо просыпалась. А Вадим, он до этого, кстати, в одно время был проводником, работал с нашими братьями, по-моему, с Сухум Москва. Так он чистоту, вот я первый раз увидел, так он, не дай бог, будет в комнате, где находятся ребята, грязно, или тарелка грязная, или посуда грязная. Сам он очень великолепно готовил. Он не ленился что-то сделать, почистить, мясо сварить, мамалыгу сделать, ребятам накрыть. И в то же время подмести и убрать. Это была Вадима черта. И в то же время он никогда, то, что там в кухне устал, он никогда не оставался там сзади. Естественно, нужно было выходить. Ну, тогда чем занимались? Выходили на засаду, взрывали мосты. И разведку делали. Вот основные функции. Так что и Вадим постоянно, особенно вот на ихней дороге, может, на тот эпизод, наверное, ребята рассказали, когда взрывали железнодорожный мост, вот по ихней дороге один из руководителей, который был впереди и привел вот это все к завершению, был Вадим Жилагуа. Младший брат Вадима, Джамбул, кавалер ордена Леона, прошел все операции Восточного фронта, несколько раз был ранен. После войны решил возродить родное село Тамыш,
которая очень сильно пострадала. Он буквально тащил всех назад в свое село, уговаривал вернуться. Джамбул погиб 19 октября 2001 года, когда Гилаевская группа безуспешно пыталась прорваться к грузинской границе. Потеряв одного сына в войну, мать не смогла противостоять сыну, когда 19 октября Джамбул вместе с остальными ребятами ушел на операцию по перехвату и очистке села нашего от выходящих из окружения в ущелье Кодор боевиков грузинских. Много ребят ушли в тот день на их захват, и был ранен уже на краю села Тамыш, был ранен Джамбул, как оказалось потом, смертельно. Когда привезли Джамбула, ребята как-то не сразу в больницу, а получилось так, что мать вышла на дорогу. Мама говорила: я же говорила, что, мол, нам хватит Вадима. Но он не послушал маму. И вот он только сказал: мама, не ругай меня, лучше ноги укрой, холодно. Мама так и сделала, но они тут же увезли его в больницу. Наши ребята все равно не закончили на этом операцию. Они стали преследовать уходящих боевиков, двое из которых были захвачены нашими ребятами в соседнем селе, в пустом доме. Когда ребята привезли в машине уже пойманного этого грузинского солдата, он был мертвым. Население села, сельчане готовы были разорвать, растерзать, но мать не дала сделать этого. Она первая подошла к машине, она посмотрела и отодвинула всех, и в том числе и отца своего сына, который готов был стрелять. Мать не позволила сделать это и сказала, что он такой же чей-то ребенок, просто оказался в такой ситуации. Что там говорить об этом? Силе, мужеству ее материнской души нет сравнения, можно сказать. На тот момент это было другим в пример. Абри аибашьраани именно аибашьраан убысҟаны убри ахәыҷы Џьамбул захьӡу Дато Гогиа иара дицын, Џьиџьилава Гоча иара дицын, Голландиа Џьамбул ҳәа даанқәтәолынтәи абарҭ аԥшьҩыкгьы декабр амза ахьҭаха ршьапы еимаада ирыцҳахәха иаакылсит. Урҭ аус рыман, уа ацҳа ԥыжәатәы рыман, атурбаза аганахь ицартәыс ирыман. Аҩны ианит, нас иҳалшоз ала ҳара иаҳшәаҳаит ҳԥацха, диалақәа нкыҵаны, амца еиқәаҳҵеит, ршьапқәа ҳарбеит, иҳарԥхеит, акыр рҿаҳҵеит. Ашьҭахь даашьҭысхын убри Џьамбул, дсыманы аҩнык ахь сцеит, уа ҳара ҳҟны гзеигырцәақәан инхақәоз, аҩныҟа дсыман сцеит, ҳабацо шиҳәоз ҳаршьоит иҳәеит, аха мап сҳәан ҳцеит. Ҳахьцаз уи усҟантәи аамҭа азыҳәан ахьшьқәа ркуан, ачақәа рзыҳәан, урҭ ауаа ҳахьнеиз шәарыцацәан. Ахотничьи асапогқәа ҩба, егьырҭ асапогқәа, агалошқәа, арԥхагақәа, афанар, абарҭ зегьы дәылганы иҳаманы ҳааит аҩныҟа. Нас урҭ аҷкәынцәа еиҩиршеит, уа Џьамбул ҳәа сара сызҿу иашьагьы иаргьы аԥҳәыс бзиа илхылҵыз роуп, аб бзиа илхылҵыз роуп, ақыҭаҟны иҟәымшәышәқәан, раб унеи-уааи ҳәа зырҳәоз иакәын, ран уи усгьы даҳҭныԥҳәысын, аԥҳәыс бзиа изы лакәын.
Абас еиԥшала анаха убри аибашьра абас еиԥшала иаҿагылеит дара хцәымырха. Џьамбул иашьа уа дҭахеит, аха иара абри ахәыҷы ибзоурала аҷкәынцәа инхаз абас аҭакәыцәагьы саргьы усҟан сҭакәажә ҩымыз ашықәса ракәын изхыҵуаз ҳаизганы апырпыл еиҭаҳаны апырпыл алаҵаны сыуаажәлар амла иамкындаз ҳәа абас еиԥш ҟаҵоз аҷкәынан нас ицаны галантәи арахә ааганы убра зегьы сплоши полностью иаҳмааит, аха сара гәаҟрақәа каамеҭ иаҟалаз сара убырҭ рыԥсы сыҟәмал ҟасҵоит ҳәа смаан ажә аԥан аҵаргылан ажәхьа сзааиган убри ахәыҷы иааганы сыҩны иҟаиҵеит. Иара ибзоуралоуп иахьагьы иара убри ахәыҷы иааигаз арахәшьҭра иахьагьы сымацалоит. И вот они, находясь в Тамышах, осваивая земельные угодья, занимались что-то посадить, однолетние культуры, многолетние. Ну, в основном они в одно время затеяли перец высадить, сделать аджику, абхазский бренд и продать. Но вы знаете, что в то время это все сделать, ее реализовать, ее довести до товарного вида, все одно с другим связано. И один маленький момент, вот когда в одно время мы чуть-чуть так повздорили с Джамбулом, он говорит, Валера, говорит, уже, говорит, надоело, достали, говорит, в конце концов, говорит, ну, уже устали, мы должны отстраиваться, делать то, делать это. Нет, говорит, я буду в Тамышах, если умру, я пускай у себя в селе умру. Это его слова были, и я никогда это не забуду. И получилось именно, они пророческими эти слова получились. Отец семейства Владимир Петрович Джолого после смерти двоих сыновей долго не протянул. Он умер через несколько лет после своего младшего сына. На родовое кладбище сегодня приходят женщины, мать и 2 сестры со своими детьми. В октябре месяце сычкони хабата шарадалан даган манана. Мазала бартачкон цэжгиздэр зума адарабритос зэгеда ирдэрворо. Хчэзгъэцэн хахтала готовин хаган. Кахарбакъэр бзи хаган хакум маха кахарбакъэр хагадзамыз нас абджэр штыхнэй бешрицаны итахаз хучи дыгъамз ду дыгъамз иштыгъэ зэгузалагэр уизчэртэр рыхзэрмхозэр иргуала шанырхазкъыс саад изхо сасыгъанэц. Сара штыгъанэцӏобэм зэнэ сэкъым зэрэгур зызлэрхэ дуней хэгиным хадзет. Аджымкон, уиджымкон, пщикъэх шара дзэны. Апщикъэх зэкят хучи ду Вадим зэхлэ шуарэ техникум дал харгет хахтала. Азгъэ Одесса дал харгет, аги яджакъуэ далгет, Аджкирова цӏэрэтам апартия далалет, аррэ далгет, дари тып збанданы арахала дыщтын тыпхъян. Шупсыгъ ус иурц нас тып ион уи чӏэжъониӏэ. Аха сцӏыхъукӏэ щыгъэлэ збот, ахънэнэгэ збот. Хьэуинэ нымхъэйт, сыкӏуэнцӏфэ нымхъэйт, гуарэ нымхъэйт. Акытэгъэ нахьылэ сыуинысэ наргэ сыуиныс зымдзэрдзет манана. Избанда иблын. Дуней къэзэгъэ танк хорыщтрэ ганы арахъу рыб лажьэ. Консерв мацар иҟаз аҩны былни нубалак. Апшк пэчӏала наш апшк апсаз. На второй день ашпсамзи. Абас хахылт кааметла джаба ажлар ирбет акыта. Кааметла лёрдика барганджи дыгъан дгылет убраqa сасыпшмы дгыл. Ваху хазантария дыгъан абартыр чедыргыл сыҷкәынцәаҟан мцыкӏаҿы иҵабыргымкәан акрысҳәозар абарҭ ираҳауеит аҷкәынцәа сыҷкәынцәа рҩызцәа даара хахәара аадырԥшит. Зегьы еидгылт уи аӡәы ихала ҟаиҵеит ҳәа сара уи зашәҳәо сҳәаӡом, аха рҳәатәы хеибаҵом. Рҳәатәы хеибаҵеит, ишьҭибахит ҳҭаацәа каҳажьуам рҳәеит, ҳқыҭа каҳажьуам рҳәеит. Вено рҳәазанҭариа дыҟан аибашьра аанышьапы имнаххьан, убри еизиган иҳәеит. Шьҭаацәа ныҟәыжәгартә, шәқыҭак ашәмыжьыртә, шәхы шәахә, хара шәхы шәмырхакәан шәқыҭа шәазгыл ҳәа реиҳәеит. Абри иажәа харҵеит аҷкәынцәа зегьы. Нас инцыст хәыҷык анара иманы аццакра иландо зегьы еицгылон. Манана ацәаҩа рцәыхьанҭоуп иашьа басҳәо. Убриаҟара гәыхьра цәыҟоуп.
ناس جيوبزي وحزق وحرق روسكي بخيج بش زمزر حصو الشغل زالق السخطة أقرمي يجي سبترانش يجد أبسنر الخاكور زيت يرتخن در طلب سنرا شكلنا كتا شكلنا كتا نقلاني ينخارت ينزر تخيالم زيت سسخنا أبريو بسرواحي شسحوي. Очаг только может открыть носитель фамилии. А как иначе? Кто бы там ни жил, как бы он ни процветал, у сестры 3 детей, у меня дочка растет. Он не заброшен, свет горит, людей встретить могут, люди посторонние. Но это не мои братья, это не внуки моей мамы, это не те, кто должны были открыть этот дом. Мне, конечно, очень сложно об этом говорить. Лишний раз думаешь, что было бы лучше, если бы они оставили бы детей, потом бы погибли. Что бы с этими детьми стало бы? Смогли бы мы их на ноги поднять? Это тоже участь сестер, которые поднимают своих племянников. Это тоже очень сложно, потому что время такое, что не знаешь, что получится из этого. Конечно, пока я жива, это мой дом. Я никогда не смогу сделать для своей матери то, что они могли сделать. Никогда этого не смогу сделать, потому что это очень сложно. Я просто для того, чтобы на могиле, когда бываю, говорю, пусть мама подольше будет с нами, я стараюсь сделать то, что вы должны были сделать. Именно так вот, чтобы мама себя хорошо чувствовала, но насколько Господь ее даст, я не знаю. Я не говорю, что они что-то из ряда вон выходящие сделали, но каждый из них получил пулю в грудь. Спиной в них никто не выстрелил, они ни от чего не убежали. И мне это дает с гордостью о них говорить. Мне не стыдно за них, что они знали, как они были воспитаны. Они все сделали, как они умели. Говорят, что перед своей смертью Джамбул читал книгу афоризмов и подчеркнул своей рукой понравившуюся цитату. Она звучит так: «То, что он умер, еще не доказывает то, что он жил». Вот эта точка отсчета человеческого героизма. Уж они точно прожили жизнь, наполненную глубоким смыслом, и положили свои жизни на алтарь общей победы. Их семья достойна подражания. Их семью можно смело ставить в пример. Да, конечно, имела мама 2 сына, и на сегодняшний день нет ни одного из-за этой войны. Казалось бы, все, род остановился, но, несмотря на все, мать со своими 2 оставшимися дочерьми, она как мужчина продолжила все после смерти Владимира Петровича, их отца. Восстановили свое хозяйство, не оставили свое село. И так и продолжают до настоящего времени. У них подрастают внуки у дочерей, есть сыновья у дочерей, поэтому род у них не остановился. А мы, односельчане, чтобы увековечить имена Вадима и Джамбула, мы что могли, то сделали. Мы вынесли на всеобщее обсуждение и утверждение. И наша улица, она до войны называлась улицей Турбасской. Сегодня она носит имя братьев Джологуа, за что им низкий поклон. Брат его, Джамбул, тоже в этой же атаке участвовал. Джамбул. Вот. Хороший солдат, дисциплинированный. Вот. Джамбул тоже мне вот так
ближе был по сердцу, потому что все, что не скажешь, все четко делал, все. И я что хочу сказать, вот он погиб, значит, 1 марта 1993 года, а в 2001 году погиб, значит, его брат. Видите, 2 человека с одной семьи, 2 мужчин отдали жизнь вот, за свою родину. Это очень важно, потому что многие, знаете, любят Абхазию, ее красоты, но это надо за ее бороться, за нее, за эту свободу. У нас уже скоро вот мы в преддверии сейчас десятилетия признания нашей независимости. Это независимость, это свобода. Эту свободу надо заслужить. Это надо гордиться этой свободой. И, к сожалению, многие этого не понимают на сегодняшний день. Но мы должны вот на примере таких людей, как вот, Джамбул, Вадим, остальные ребята погибших, нашему поколению, надо доводить их, до них надо доводить, говорить им и пропагандировать. Идеология должна быть правильная. Конечно, надо дорожить памятью. Но остались вот, значит, 2 сына в этой семье. Оба погибли. Ну, трагедия, конечно. Сегодня, значит, ну, 2 дочери, слава богу, с ними все нормально, значит, мать, слава богу. Все-таки, конечно, чтобы очага открылась, значит, нужен, значит, сын. Сына нет, 2-го нет. Это, конечно, дает о себе знать. Наверное, не только семьи.